Очередная серия аварий со смертельным исходом вызвала очередной всплеск негодования общественности ситуации, сложившейся на наших дорогах. Власть оперативно отреагировала на происходящее. Новоиспеченный премьер-министр Беслан Барцыц провел совещание с руководством Министерства внутренних дел и госавтоинспекции. А чуть позже, в более представительном составе, это сделал президент Рауль Хаджимба. В итоге глава государства предложил рассмотреть в качестве мер наказания злостных нарушителей правил дорожного движения лишение водительских прав и уголовную ответственность за вождение автотранспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. У меня нет никаких сомнений, что эта здравая идея наверняка будет поддержана парламентом и в конце концов обретет форму закона. Но давайте признаемся, данное ужесточение законодательства вряд ли кардинальным образом способно повлиять на тот беспредел, который ежедневно происходит на абхазских дорогах. Проблема ведь не в законе, каков бы он идеален не был, а в его исполнении. А с этим у нас действительно беда. Даже если все наше ГАИ задастся целью неукоснительно придерживаться буквы закона в ущерб себе, то есть не брать мзды и жить исключительно на зарплату, все равно ничего не получится. Ибо есть другие структуры, которые помогут обойти закон. Суд, прокуратура, различного рода администрации. Мне ли вам говорить, как это делается? Ведь мы все живем в этой стране и знаем, как решать вопросы. Увы, каждый из нас законопослушен ровно до тех пор, пока этот закон не коснется конкретно его. Фраза «с меня, что ли, закон начнете вершить» за все послевоенные годы стала своеобразным шлагбаумом для любого благого начинания. Мы все время возмущаемся высоким уровнем коррупции, но при этом не даем себе отчет, что зашкаливает он, исходя из реального, а не мнимого общественного заказа. И инстинкты давно уже взяли верх над рассудком. Удобнее дать на лапу, чем терпеть закон. И то, что сейчас происходит на абхазских дорогах, это зеркальное отражение нашего бытия, нашего с вами отношения к закону и к институтам государства. И до тех пор, пока сами граждане не пересмотрят своего отношения к правопорядку, ничего не изменится. Как гибли на дорогах, так и будут гибнуть. Нам нужен реальный общественный заказ. Но, увы, его нет. Мы будем проводить митинги в поддержку казнокрадов, созывать сходы против ненавистной власти, а вот собраться всем народом и сказать «так больше жить нельзя» язык не повернется, ибо сами этого не хотим.